Приветствуем вас, Олег Мсасович. Завершился ваш официальный визит в Республику Никарагуа. Прежде всего, мы хотели бы, чтобы подробнее вы рассказали об этом, но для начала мы знаем, что это было по приглашению Даниэля Ортеги, что это было не просто так на церемонию празднования юбилея сандинистской революции. Расскажите, пожалуйста, для начала, как вас встречали и как проходила вот эта официальная часть. Здравствуйте, Арифа. Действительно, визит состоялся благодаря приглашению, которое отправил в адрес президента Республики Абхазия Бадре Зурабовича Гунба и в адрес министра иностранных дел Республики Абхазия президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега. Празднование очередной годовщины сандинистской революции. Это самый широко отмечаемый, очень важный, значительный праздник для дружественной нам страны Республики Никарагуа. Собственно, вот таким образом и состоялся визит. Я хочу сразу, забегая вперед, но сказать, что визит был очень насыщенным, масштабным и, конечно, характеризовался очень теплым, дружественным, особо уважительным отношением по отношению к нам, вот к абхазской делегации. В аэропорту Манагуа, столицы Никарагуа, нас встретила достаточно серьезная делегация правительства Никарагуа. Был заместитель министра иностранных дел Иван Лара и, конечно, советник президента Никарагуа Лауриано Ортега Мурильо. Правильно ли я понимаю, что это сын Даниэля Ортеги, действующего президента? Да, именно. Это сын Даниэля Ортеги. Это очень значительный, влиятельный человек в Никарагуа. О нем стоит упомянуть несколько подробнее. Лауриано Ортега Мурильо – это человек, который отвечает за очень важные, нужные, очень чувствительные в стране направления жизнедеятельности государства. Хотя он имеет статус советника, но его функционал гораздо более шире и значительнее. Лауриано Ортега Мурильо является, кроме того, спецпредставителем президента Никарагуа в Российской Федерации. Он очень часто контактирует с высшим руководством России. Это контакты на самом высоком уровне. Это большой друг России и большой друг Абхазии. Я хочу сказать, что ему принадлежала значительная роль в обеспечении вот тех контактов, которые у нас состоялись в продолжении нашего визита. Еще хочу отметить, что, конечно, было особенно приятно приехал встретить нашу делегацию в аэропорт чрезвычайный полномочный посол России в Никарагуа Михаил Николаевич Леденев. И мы в течение всего визита, в продолжении всего визита с ним очень плодотворно, тесно и по-дружески общались, и он дал нам очень много ценной, важной информации о некоторых нюансах, особенностях работы Никарагуа, России, о взаимодействии этих стран, поэтому это было очень полезное общение. Скажите, пожалуйста, как проходила сама церемония юбилейная? И я знаю, что была возможность даже пообщаться с самим Даниэль Ортегой и передать ему поздравительный адрес от имени Бадре Зурабовича. Правильно ли это все? Да, масштабное мероприятие, его масштабы очень трудно представить, не увидев этого. Я еще по пути в место, где проходило празднование, центральная площадь Никарагуа, обратил внимание на то, с каким энтузиазмом, с каким теплым чувством приветствовали приезжающие делегации граждане Никарагуа, жители Манагуа. Это огромное количество людей. Их порыв, их энтузиазм был неподдельным. Это невозможно срежиссировать, это очень трудно организовать как-то сверху. Это порыв души этих людей. Они действительно любят свою страну. Они очень уважительно относятся к союзникам своей страны, своего государства, к тем, кто осуществляет с ними общенаправленную политику, и это заметно невооруженным глазом.
Конечно, это было очень масштабное мероприятие. Я хочу сказать, что участвовали около 40 делегаций из различных стран мира. Но при этом хочу подчеркнуть, без, так сказать, преувеличения, без ложной скромности, что вот к некоторым странам прям заметно было такое теплое, особое отношение. Это, конечно, Российская Федерация, Китайская Народная Республика, Республика Абхазия и, наверное, Венесуэла. Это вот особые какие-то отношения, которые чувствуются даже в некоторых нюансах. Ну, достаточно сказать, что на огромной церемонии, где присутствовало около 40 тысяч человек, разумеется, мы заняли место в президиуме, нам любезно предоставили организаторы и хозяева. И, конечно, подошел поприветствовать нас президент Никарагуа Даниэль Ортега и сопрезидент Росарио Мурильо. Это было очень приятно, потому что это подчеркивало особые отношения к нашей стране. И в ходе этой беседы мы смогли пообщаться, поговорить на самые такие необходимые, животрепещущие темы в ходе короткой беседы. И я передал Даниэлю Ортеге приглашение и приветственный адрес от президента Абхазии Бадре Зурабовича Гумба. Он с благодарностью это принял и просил передать президенту большой привет и, как он выразился, наилучшее пожелание героическому абхазскому народу. Это было очень приятно. Ну, мероприятие, конечно, сопровождалось, как это и происходит в Латинской Америке, в южноамериканских странах, таким очень серьезным колоритом, очень большим эмоциональным подъемом, и это ощущается во всем. И в музыкальных, так скажем, в музыкальном сопровождении, в выступлениях ораторов. Конечно, все подчеркивали важность этого союзнического духа, и руководители российской делегации, руководители китайской делегации, конечно, говорили о том, что всем заметно, насколько последовательно, насколько ответственно и мужественно ведут себя как союзники наши никарагуанские друзья. Это проявляется во всем. Об этом я попозже еще говорил на встрече с министром иностранных дел, но это заметно и это очень ценно для нас. Ну, раз вы упомянули уже, тоже хотелось бы узнать о некоторых официальных встречах важных, которые вы могли бы отметить, в том числе с вашим никарагуанским коллегой. Да, состоялась встреча с министром иностранных дел Никарагуа, Вальдраком Дженске Уитакером. Это опытный дипломат, который прекрасно знает ситуацию и в регионе, и хорошо осведомлен о контексте наших взаимоотношений Абхазия-Никарагуа. Мы коснулись массы тем, которые сегодня стоят в повестке нашей совместной работы. Я хочу сразу сказать, что это только на первый взгляд и неискушенному зрителю или слушателю может показаться, что Никарагуа это где-то далеко, что нас это впрямую не касается. Да, такие мнения наверняка существуют. Да, я думаю, есть, наверное, такое, но за это нельзя, так сказать, корить никого. Просто нужно больше рассказывать о том, насколько сегодня компактен и насколько спрессован современный политический мир, и как могут те или иные контакты, те или иные решения не опосредованно, а напрямую, незамедлительно влиять на важные стороны жизни любого государства. В качестве примера хочу привести постоянную, я это подчеркивал в разговоре с благодарностью, подчеркивал в разговоре с министром иностранных дел Никарагуа, хочу сказать о постоянной, твердой, последовательной позиции Республики Никарагуа при голосованиях по абхазской повестке, также и по российской повестке на различных крупнейших региональных площадках, в том числе на площадке Организации Объединенных Наций. Никарагуа всегда голосует твердо, последовательно, я бы сказал, даже мужественно. Это всегда ее принципиальная позиция. Говорили, конечно, и о тех форматах взаимодействия, которые могли бы привнести больше эффекта в наше сотрудничество. Мы говорили и о взаимных
обменах образовательными форматами, образовательными курсами для нашей молодежи. Я считаю, этому нужно придавать значение. У нас есть замечательная научная и учебная площадка, каковой является наш прославленный Абхазский государственный университет. Думаю, что организовать подобные форматы для взаимодействия молодежи, студентов, пусть и на коротких каких-то курсах, это было бы очень полезно и плодотворно. Молодежь лучше узнавала бы друг друга и завязывались бы определенные контакты. Кроме того, конечно, обсудили вопросы нашей дипломатической активности в регионе. Никарагуа – это страна с 6-миллионным населением, с устойчивой политической системой, с довольно активно и динамично развивающейся экономикой, и при этом это ярко выраженное социально ориентированное государство. Там во главе стоит гражданин, именно представитель народа, представитель населения. Это проявляется во многих факторах, в том числе и в образовании, в медицине. Очень высокие, кстати, стандарты медицины в этой латиноамериканской стране. И это может быть в совокупности важный плацдарм для наших будущих активных устремлений в этом регионе. А я полагаю, что в нашем быстро меняющемся динамичном мире, когда еще недавно кажущиеся невозможными союзы и форматы обретают реальность, нам нужно об этом думать и нужно использовать вот такой дружеский, союзнический потенциал, который охотно предоставляет нам Республика Никарагуа как наш союзник, друг и партнер. Ну и, разумеется, здесь очень важна роль России, потому что для Никарагуа Россия важнейший партнер и, как я уже сказал, союзник и друг. Ну, то есть то же самое, что и у нас. Это постоянно консолидированное общее видение таких незыблемых постулатов, как справедливость, правое дело, так же, как и в отношениях с Российской Федерацией. Никарагуа занимает такую последовательную, союзническую, дружескую позицию. Это общее представление о добре и зле, о справедливости, о том, как строить свою работу на принципах равноправия и уважительного отношения к своим партнерам. Вот это и отличает наших никарагуанских партнеров. Олег Мсасович, абсолютно складывается такое впечатление, что вы и наша делегация чувствовали себя комфортно в Никарагуа, вас тепло явно принимали, но мне интересно, как они отозвались и был ли, как вам кажется, с их стороны интерес посетить Абхазию, приехать сюда, говорили ли вы об этом? Разумеется, мы много говорили и во встрече с министром иностранных дел, а также еще состоялась встреча уже непосредственно нашей делегации с Лауриано Ортега Мурильо отдельно. О ней я скажу более подробно. И в ходе этих встреч мы, и никарагуанская сторона, и мы, естественно, соглашались с тем, что очень важен эффект присутствия. Необходимо, чтобы контакты были частыми. При всем при том, что Никарагуа находится в очень дальней части света. Несмотря на то, что это сопряжено с определенными логистическими и транспортными, может быть, неудобствами, но необходимо поддерживать очень высокий статус этих отношений для того, чтобы поддерживать вот именно вот этот тонус. Латиноамериканцы – это люди, экстраверты, это очень эмоциональные, заряженные на человеческое общение люди, которые хотят видеться, хотят общаться, и человеческий фактор здесь имеет, ну, если не решающую, то очень важную роль. Поэтому, конечно, это красной нитью проходила мысль о том, что необходимо, чтобы контакты были частыми. Здесь очень важна роль нашего посольства. Наш состав дипломатической миссии выполняет колоссальную работу в этой латиноамериканской стране, в том небольшом своем составе. И здесь, конечно, решающая роль принадлежит нашему молодому послу, чрезвычайному и полномочному послу Инару Ладария. Это талантливый, хорошо обученный и очень ответственный дипломат, который за
3,5 года создал очень серьезный задел прочности в наших отношениях. Это касается и контактов с высшими должностными лицами, это и знание страны, безусловно, знание языка на должном уровне, и это дает сегодня достаточно серьезный и позитивный эффект. Ну, говоря о встрече с Лауриано Ортега Мурильо, я хотел бы сказать вот о чем. Мы в этот раз, этот состав делегации, в который кроме меня входили заместитель министра Ираклий Вахтангович Тужба и начальник управления латиноамериканского направления и азиатско-тихоокеанского департамента Мадина Ивановна Зухба, которые отработали на очень качественном уровне и подготовку к визиту, и, собственно, ход всего визита, за что я им признателен. Хотя я редко хвалю своих сотрудников, но тут как раз-таки тот случай, когда все было сделано на высоте. Вот. И, разумеется, вот роль наших дипломатов и роль нашего посольства, она, конечно, подчеркивалась не только, так скажем, в неофициальных беседах, но и в официальных встречах. Благодарили за то, что наши контакты, хотя и на расстоянии, но при помощи нашего загранучреждения, посольства, постоянный, эффективный, очень интенсивный. И они, конечно, способствуют установлению более прочных нитей, взаимосвязей. Но я хочу сказать, что в этот раз мы в нашей делегации видели, включили в нее и представителей нашего отечественного бизнеса. И это было такое новшество, которое, я считаю, обусловлено временем. Неоднократно мы получали со стороны никарагуанских партнеров пожелание того, что хотелось бы наполнить еще и более реальным экономическим контентом наше сотрудничество с Никарагуа. И вот, наконец, это удалось сделать. С нами были представители нашего отечественного бизнеса, те, кто уже состоялись в той или иной бизнес-сфере. Это касалось и сферы IT, это касалось и торговых операций, и наших устремлений в области переработки определенной продукции. Дело в том, что я считаю, у этого есть большое будущее. И вот встречи, которые, кстати, организовал и поучаствовал сам Лауриано Ортега Мурильо, они, конечно, это полностью подтвердили, потому что Лауриано Ортега Мурильо – это человек, который имеет прекрасное бизнес-образование. Он хорошо понимает вообще устройство современной системы бизнеса в мире, финансовой мировой системы, и имеет очень такие цепкие волевые качества для организации крупных производств в Никарагуа и выстраивания вообще финансовой системы взаимодействия с внешним миром. Этим он как бы известен. Поэтому он с большим энтузиазмом воспринял, так сказать, включение в делегацию наших отечественных бизнесменов, финансистов и организовал соответствующее представительство со стороны Никарагуа. Были и представители финансового мира, и представители и руководители крупнейших производителей Республики Никарагуа. Как известно, Никарагуа занимает серьезные позиции и в сельском хозяйстве, очень хорошо развит туризм в этой латиноамериканской стране, на высоком уровне производства фармацевтических препаратов. Ну, как известно, традиционно это и производство кофе и так далее. Вот по многим этим направлениям мы поговорили, и я уверен, что это будет иметь конкретный экономический, финансовый эффект. Никарагуа активно взаимодействует и с Россией, и с другими странами, дружественными ей, с Китайской Народной Республикой. И вот сегодня в качестве потенциально торгового, экономического партнера в ее, так сказать, списке появляется Республика Абхазия. Я глубоко удовлетворен этим фактом и считаю, что именно в этом направлении нам и стоит двигаться. Кроме того, хочу сказать, что мы поговорили и о культурном взаимодействии.
Лауриано Ортега Мурильо является крупным меценатом не только в Никарагуа, а вообще в Латинской Америке. Он большой почитатель театра, оперной музыки и классической музыки. И вот с большим удовлетворением я хочу отметить, что на очередном конкурсе, который будет проводить наша знаменитая певица Алиса Гицба, творческая лаборатория Алисы Гицба, ее конкурс, и вот впервые с ее одобрения будет принимать участие в этом конкурсе и исполнитель из Республики Никарагуа. Это вызвало, так сказать, тоже очень теплый такой энтузиазм, ответную реакцию наших никарагуанских друзей. Я считаю, что это хороший шаг для вот конкретного проявления нашего сотрудничества и дружбы. Подытоживая все это, подытоживая весь ваш визит, что бы главное вы отметили в нем? Я думаю, главным является наше стремление Республики Абхазия, руководства Абхазии активно действовать на внешнем контуре. Альтернативы этому нет. Это надо четко понимать. Я иногда слышу некоторые, так скажем, околоэкспертные мнения о том, что ну, зачем нам нужна та или иная страна, как это отразится вот немедленно на нашем внутреннем состоянии, на уровне жизни наших людей и так далее. Хочу им ответить так. И это касается, кстати, любого направления нашей деятельности. Ну, о взаимодействии с Россией не стоит говорить, это для нас жизненно важный кислород. А говоря о других странах, в том числе и касаясь недавней поездки, непростой, но очень важной, в Сирийскую Арабскую Республику, и вот поездки сейчас в Никарагуа. Кроме того, кстати, отвлекаясь от темы, хочу сказать, что на полях этого празднования я имел беседу с министром иностранных дел Венесуэлы, господином Иваном Хилем Пинто. И мы прямо вот очень настоятельно обсуждали тот факт, что необходимо интенсифицировать контакты между Абхазией и Венесуэлой. Мы уже давно должны обращать внимание на то, что с этой крупной, это 32 миллиона человек населения, это самые крупные разведанные запасы углеводородов в мире. Этой крупной, важной латиноамериканской страной нам необходимо интенсифицировать сотрудничество. А для этого нужны контакты, обмены, взаимные поездки, непрерывный контакт и непрерывное интенсивное взаимодействие. И вот, говоря обо всем этом, конечно, я хочу сказать, что для нас очень важны эти направления. Работа с этими странами, которые при помощи в свое время Российской Федерации признали государственный суверенитет Республики Абхазия. Мы суверенное, современное, демократическое, развивающееся государство. И нам необходимы контакты с внешним миром, с дружественными нам странами. Все эти контакты, всю эту внешнюю политику мы проводим скоординированно с нашим стратегическим союзником, другом и партнером Российской Федерации. И это встречает одобрение, эти подходы встречают одобрение со стороны наших стратегических союзников и партнеров. Необходимо интенсивно выстраивать эту работу, необходимо приобретать новых друзей, необходимо закреплять связи с уже сложившимися нашими партнерами и друзьями. Это крайне важно для нас. Сегодня коммуникации, уровень контактов, интенсивность этих контактов способны оказать влияние в очень быстрой перспективе на любую сферу деятельности нашего небольшого государства. И мы должны быть к этому готовы. Мы должны быть компетентны, активны, заряжены на достижение конкретного результата. Олег Мсасович, благодарим вас, что нашли время на это интервью. Спасибо.